Я продолжаю писать карту дня на 26 января. Это вторая часть. Здесь мы смотрим знаки от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков зодиака от Овна до Девы, у меня есть первая часть на канале, да, в плейлисте «Карта дня» вы можете ее найти, или быстрее можно, да, вот пройти по ссылочке под этим видео, есть в описании ссылка на первую часть. Да, вы проходите и сразу попадаете, выбираете свой знак по тайм-коду и смотрите. Ну, в принципе, как вам, да, удобней, можете переходить. А я смотрю события для весов. 26 января, среда, события дня. Смотрим весы, что там вас ждет в среду. Первая интимная связь выпадает, да, кому актуально. Прибыль, сундук получения денег. Сильные переживания, глубокая печаль. Да, смотрите, рядышком сразу слезы выпадают. Действительно, переживания какие-то очень сильные. Да, вот до слез будет обидно какая-то ситуация. Неприятность. Это неприятность какая-то произойдет. Вот в этой колоде тут непонятно, да, то есть она произойдет по вашей вине, да, или это какие-то обстоятельства сложатся. Поэтому вот, ну, будьте на всякий случай, да, внимательны, осторожны, все перепроверяйте, все просматривайте, лишний раз там пересчитывайте, прочитывайте, да, то есть если что-то покупаете, может быть. Так, еще есть верность у вас, да, то есть это для тех, у кого есть пара, события показывают, что будут очень гармоничные отношения. Может быть, какой-то важный день для вас, как для пары. Так, друг нельзя. Гости нельзя, потому что уже зафиксирована эта карта. Я не могу ее переворачивать. И проверяем периметр. Скользкое дело. Неприятность, да, вот это будет какое-то предложение для вас очень заманчивое, да, то есть купите одно, получите второе в подарок, позвоните сюда, тоже получите какой-то приз, да, то есть придите туда, получите бонус, ну вы понимаете, да, то есть по работе, да, что-то дают такое вот заманчивый заказ какой-то, да, а это оказывается обманом, то есть это обман, и вот с вот этим связана неприятность, то есть вас, скорее всего, обманут, и поэтому вот переживания и слезы, да, то есть вы потом, когда уже очнетесь, да, после этой ситуации, вы поймете, да, что вас просто обдурили. Ну и понятно, да, что вот результат это переживания. Поэтому постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать, да, вот этой истории. Больше не вижу совпадений. Значит, у вас получается в личной жизни тут все прекрасно, смотрите, верность, да, и интимная связь. Потом с финансами все хорошо, прибыль, деньги приходят. Здесь, скорее всего, история связана с работой или с каким-то делом, да, то есть, ну вот именно с действием. Неприятность, обман, переживания и слезы. Вас могут обмануть на работе или, допустим, там в какой-то ситуации вы идете что-то покупать, вы идете что-то менять, забирать, да, ну и так далее. И там вот может быть обман. Так что все в ваших руках. Если вы все будете перепроверять, просматривать, контролировать, возможно, удастся избежать. Да, не попасться на удочку чью-то. Так, благодарю за внимание. Весы. Переходим к скорпионам.
знак. И мы с вами смотрим события для скорпиончиков. Двадцать 26 января, среда, события для скорпионов. Покажите мне. Тайное свидание. Какая-то тайная встреча. Ножницы. Решается дело. Ссора может быть небольшая. Болезнь. Это тема медицины, тема медучреждений. Может быть, в медучреждении, да, вы решаете вопрос, да, и там вот приходится чего-то прям добиваться, ругаться, да, чтобы получить то, что вы хотите. Ну, это как вариант. Солнышко нельзя. Да, и свидание, смотрите. Свидание, да, подчеркивает тайное свидание. Какая-то встреча с кем-то. Возможно, придется эту встречу скрывать, да, по каким-то причинам, там уже вам понятно. Ключик нет. Печаль нет. Нельзя, да. Здесь нет вертикали. Подарок еще выпадает. Подарочек. Получаете подарок или дарите подарок. Опять же, да, вам будет виднее. Здесь нет, нет, нет. Нет совпадений. Получается тайное свидание. Просто свидание. Да, так что свидание точно какое-то будет. Решается вопрос. Подарок получаете. Может быть плохое самочувствие или тема медицины, медучреждения. То есть приходится, да, в этот день попасть. Может быть, кого-то проведать, да, например, вы кого-то проведываете и везете какой-то вот подарочек, да, в больницу, проведываете кого-то. И еще ссора небольшая также тоже может быть в этот день. Так что вот такой минус — это ссора, да, и тема болезней, тема медицины. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу к стрельцам. Смотрим, стрельцы. События для вас. Двадцать 26 января. Среда. События дня для стрельцов. Чемодан, разлука.
вы можете куда-то уезжать или кого-то провожать с чемоданом. Бабочка не получается. Траты есть в этот день у вас. Ну, у некоторых, да, вот мешочек проигрывается как получение, поэтому трудно сказать. Траты, получение точно какое-то событие, связанное с деньгами. Деньги приходят, уходят, у каждого по-своему. Гости нельзя. Неприятность еще может быть в этот день. Так что смотрите, нужно быть очень осторожными и внимательными. Замок нельзя. Периметр. Книга нельзя. Здесь нет. Не вижу совпадений. Получается, у вас 3 события. Первое – это разлука, расставание с кем-то. Второе – это могут быть траты или получения. Ну, скорее траты, да, вот в большей степени это траты. И неприятность. Так что вот такой у вас невеселенький день, скажем так, да. Будьте осторожны, может быть, даже удастся избежать этой неприятности, если вы будете постоянно все контролировать и будете все держать в поле зрения. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Меняю знак и смотрим. Козероги. События для вас. 26 января. Среда. События дня для козерогов. Покажите мне. Угу. Исполнение желания. Смотрите, какое у вас, да, хорошее первое сразу событие. Время. Показывает, будьте осторожны со временем. Можете опаздывать. Надежда. Свечи показывают оптимизм, надежду. Да, то есть, когда у нас, даже если что-то происходит, да, вот, например, опоздание, мы точно знаем, что мы успеем, что все будет хорошо. Да, вот у нас есть такая вот уверенность, оптимистичный настрой. Нерешенное дело может быть в этот день, да, какой-то вопрос, который хотелось бы решить. Но пока вот я не вижу события, которые показывали, да, что получится. Сейчас проверю еще периметр. Да, вот смотрите, казенный дом – это какое-то госучреждение. Да, вот, возможно, вы хотели там решить какие-то вопросы свои. Ну, может быть, да, вот с натяжкой, как вариант исполнения желания. Да, вот если это прям было вашим желанием очень сильным решить какие-то вопросы в госучреждении, тогда, может быть, конечно, и решите. Но вообще лучше, конечно, когда выпадают ножницы или якорь, тогда они показывают решение.
Смотрим здесь. Нет. 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 И нет совпадения. Ну, вот видите, ни якорь, ни ножницы не выпали, поэтому есть, конечно, шанс. Ну, скажем так, 50 на 50, да, что у вас получится. Тем более они далеко друг от друга находятся. Скорее, все-таки, наверное, исполнение желания это будет что-то другое. Да, то есть это будет не связано с делами. То есть тут вот идет исполнение желания, потом часы могут показывать, что вам назначено, да, вот в казенный дом, ну, это может быть, например, налоговая, да, то есть это может быть там суд, прокуратура, школа, сад, больница, да, то есть, ну, любое госучреждение. Вам может быть назначено даже на время, и вы едете решать дела, которые не решаются, давно, может быть, тянутся, да, то есть не получается решить. Но выпадают свечи оптимизм, да, то есть есть оптимизм, показывающий, что, может быть, знаете, как вы увидите, что оно продвинулось, это дело, да, то есть что что-то там, да, вот уже завертелось, закрутилось, может быть, еще не решилось, но уже какие-то сподвижки пойдут. Поэтому вот может еще так быть, благодаря свечам, благодаря этому оптимизму. В общем, вот такая информация. Благодарю вас за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим. Водолеи. События для вас. 26 января. Среда. События для Водолеев. Угу. Смотрите, у вас тайное свидание, какой-то сюрприз может быть, да, то есть так может проигрываться, для вас готовится. Солнышко, прекрасное настроение, да, вам все нравится, вы себя хорошо чувствуете. Может быть небольшая ссора по метле, ну такая, знаете, поругались, помирились, да, то есть помирились и забыли. Ссора, она, я имею в виду, что она на ваше настроение особо никогда вот даже и не влияет. Может быть поездка, дорога. События в доме. Праздник. Ну правильно, ваши дни рождения, 26 января. Это же сейчас ваши дни рождения. Тут я поздравляю, да, вот у кого день рождения в этот день, да, кто смотрит. Поздравляю вас с днем рождения. У вас, видите, тут показывает, что события в доме. Прибыль, получение, да, то есть деньги приходят, подарки, да, может быть, это тоже прибыль. Деловые отношения с кем-то могут быть, общение по работе, ну, по делам, по работе. Встреча с каким-то важным, влиятельным человеком, да, официальным лицом, и разлука, чемодан. То есть это может быть человек, связанный с дорогой. Да, вот смотрите, у вас выпадает дорога, вы едете с чемоданом, да, куда-то, а этот человек, например, проверяет документы, да, человек, который сопровождает в дороге, да, там, стюард. И еще замок. Замок — это открывается тайна, открывается секрет. А тайна — это, скорее всего, вот это тайное свидание. То есть какой-то, возможно, вот эта поездка, может быть, это какой-то сюрприз для вас.
То есть тут, видите, событий много, а тут целый калейдоскоп такой получается, какое-то прям приключение. Ну, я, по крайней мере, могу из этого сейчас тут целую историю придумать, но я не буду, потому что у каждого это все-таки проиграется по-своему. Приглашение. Вас приглашают, вы приглашаете, то есть приглашение еще может быть на вот это торжество, на событие, да, вы там будете не один или не одна. Так, получается, смотрите, сколько событий, ужас. Значит, тайное свидание, да, какой-то сюрприз показывает ссору небольшую, прекрасное настроение, поездка, события в доме, приглашение, прибыль. Ну, чемодан показывает, да, что подтверждает поездку, встреча с каким-то важным влиятельным человеком, деловое общение, и открывается тайна, открывается вот этот сюрприз, я так понимаю, да, показывает, что, и, скорее всего, это будет в конце дня, да, вот этот сюрприз, вы его только о нем узнаете вот ближе к концу, хотя он будет готовиться уже, скорее всего, с утра или заранее его готовили, так что вот такой интересный день у вас будет, насыщенный событиями. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбочки, смотрим, что у вас. 26 января, среда. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Так, смотрим. Деловое общение, да, деловые отношения с кем-то в этот день. Гости могут быть, да, то ли вы пойдете, то ли гости придут к вам. Смотрите, видите, я пропустила неприятность, увидела гости, да, то есть если кто-то увидел неприятность, тогда у вас, скорее всего, проиграется неприятность, а гости не проиграются. Но я вот не увидела. Так, хорошие новости. Шарики радостные, даже иногда прям, знаете, такие вот, которые очень сильно поднимают настроение. Так, и периметр. Смотрю, что здесь. Может быть, сейчас что-то я еще вам найду. Угу, нашла на свою голову, да, на обман. Причем, смотрите, обман выпадает рядом с отношениями по работе. Так что, если вам что-то будут говорить, там, допустим, вы будете разбирать какие-то документы, бумаги, вопросы, обязательно все перепроверяйте. Да, то есть может быть обман. Вас могут обманывать. Ну, по крайней мере, будьте начеку. Да, то есть не факт, что обманут, но начеку надо быть. События в месяце.
что-то, что происходит с вами, да, вот каждый месяц в этих числах может произойти. Так, здесь нет совпадений, здесь нет карточки, я не могу проверить. Получается, деловые отношения, да, в которых может быть обман, так что смотрите, будьте осторожны. Потом шарики – это очень хорошая новость, события в месяце и гости. Вот такой день. Да, вот единственный такой небольшой минус – это вам нужно быть осторожными с обманом. Иногда даже проигрывается, что, возможно, даже и от вас, да, будет вот, ну, какая-то необходимость обмануть, да, что-то там приврать, приукрасить, может даже и в обратную сторону сыграть. Так что вот такая информация. Благодарю за внимание и жду вас, конечно же, на своих новых видео.